Начинаем. Уважаемые зрители канала YouTube, мы находимся в историческом парке «Россия. Моя история». Наверное, знаете, это очень интересная, уникальная система таких парков по стране. У нас в Якутске тоже он уже давно функционирует. И тот проект, который называется «Сахаликториум», который время от времени показывается на НВК, и вот сейчас транслируется в YouTube, это очень интересный проект. И когда специалисты в области леса, лесных отношений, пожаротушения, вот это коснулась тема этого года, конечно, мы тоже решили отреагировать и рассказать о состоянии, причинах и перспективах, как же нам дальше развиваться и не допускать такой ситуации, как в этом году. Наши спикеры – это Амосова Саргалана Поликарповна, это ветеран лесной отрасли, человек, который была в свое время главным лесничим, единственная из женщин, и до сих пор она единственная, и сейчас она директор это музея леса, тоже вот исторический парк, тоже музей. Человек, который больше 30 лет отработал в лесной отрасли. Меня зовут Чиросов Михаил Михайлович, я работаю в Институте биологических проблем крылья зоны. Ну и у меня много общественных должностей, можно считать, я такой полуобщественник, доктор биологических наук. Михайлов Андрей Егорович – это директор департамента лесного хозяйства нашего Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Человек, который возглавляет самую главную структуру, который занимается всеми лесными отношениями. И Исаев Александр Петрович – это ведущий специалист в области изучения леса, крылья зоны, наверное, минимум Сибири и Дальнего Востока. Это доктор биологических наук, замдиректора Института биологических проблем крылья зоны. Возглавлял лабораторию леса, и как раз все, что касалось и касается изучения лесных исследований, это вся лаборатория, в которой он работает. Ну, надо сказать, что наша тема достаточно политизированная, поэтому нам приходится очень много выступать. Наверное, многие нас заочно-очно знают. Но хотелось бы рассказать для зрителей уже без политики, на фактах, на логике, чтобы было все понятно. Мы находимся в историческом парке, здесь интересный раздел, выставка «Самая красивая страна», Русское географическое общество, оно его выставляет, пожалуйста, приходите. Музей вообще открыт, площади его большие, с условием всех решений Роспотребнадзора, все здесь можно посещать. Ну и здесь еще интересная выставка, посвященная науке. Она будет до конца года, выставка «Академическая наука и технологии в Якутии». Сначала давайте поинтересуемся вопросом, какова сейчас современная обстановка, ситуация по пожарам. Это самая животрепещущая вещь у Андрея Егоровича. Он, наверное, расскажет самую основную суть. Да, ну, сначала я расскажу, сколько у нас лесов. Да, это у нас 254,7 миллиона гектаров. Это получается порядка более 80% территории нашей республики. Наша территория республики это порядка 3 миллионов квадратных километров. И здесь охраняется, то есть достаточно маленькая часть территории, да, это 37 миллионов гектаров, это часть территории, на которой расположены наши лесопожарные формирования, это наземные службы, это авиационные службы, да, вот авиационная служба это у нас ГБУ «Авиалесоохрана», республиканское учреждение, и ГАУ «Якутлесресурс», это наземная служба, это
государственное автономное учреждение республики тоже. И вот на этих 37 миллионах, это порядка 14,5% от всей территории лесного фонда, ведутся работы по тушению лесных пожаров. Да? Ну и если идет угроза населенному пункту, то есть пожар подбирается к населенным пунктам, которые расположены в зонах в таких контроля, да, на которых ведется исключительно мониторинг через космические средства. Это вот только тогда там происходит тушение лесных пожаров. Ну, сейчас вот на территории республики 171 природный пожар, и площадь, пройденная огнем, у нас более 2 миллионов гектаров. Работы по тушению проводятся вот на 58 лесных пожарах. Это по тем причинам, по которым я вот уже выше сказал. Да? Это на территории 17 районов на площади 760 тысяч гектаров. Ну и, в принципе, вот за прошедшие сутки у нас 13 пожаров обнаружено на площади 2000 гектаров и ликвидировано 8 пожаров на площади 11 300 гектаров. Вот. И вообще с начала пожароопасного сезона зарегистрировано уже 1326 лесных пожаров, а в прошлом году эта цифра была 1598. Ну, то есть количество пожаров меньше, но площадь у нас получается больше. То есть площадь сейчас уже 4 миллиона 240 тысяч гектаров. Ну, тут надо сказать, что площадь, пройденная огнем, и площадь сгоревшего леса — это тоже не одно и то же. Вот, в принципе, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства тоже объяснял, почему так происходит, что площадь, пройденная огнем, и площадь сгоревшего леса не одно и то же. Вот. Ну, это все, конечно, тоже ведется и расчетным путем, и верификация тоже ведется. То есть после того, как пожар прошел, после того, как его ликвидировали, работники тоже смотрят на местах, какие площади сгорели, какие соответствуют, какие не соответствуют. Ну, в принципе, вкратце у меня так. Ну вот общественность, население обычно удивляется и говорит, вот какое-то количество пожаров имеется, но тушится только часть. И вообще понятие зона контроля, и очень часто употребляет слово ну, все находится под контролем. Вот это 2 раза использование слова контроля немножко путает население, я думаю. Ну вот известно, что зона контроля — это по нормативке примерно 85% нашей территории. То есть то, что вот космический мониторинг фиксирует, а мониторинг он фиксирует через датчики, и эти датчики это просто термическая точка, которая может появиться от повышения температуры на определенный центр. Вот по этой нормативке немножко проясните, когда она включилась, когда стали мониторинг космический применять. До этого же в советское время, наверное, таких технологий космоса активно не использовалось. Но цифры, статистика прошлого и настоящего, она получается не одинаковая. Так же? Да. Ну, вообще статистика у нас поменялась в 2018 году. То есть с 2018 года у нас начали фиксировать все пожары, которые произошли на территории лесного фонда, а до этого фиксировались только пожары, которые возникали на охраняемой территории. То есть и до этого также эти зоны были, но они назывались космомониторинг 1-го уровня и космомониторинг 2-го уровня. То есть все равно в связи с развитием нашей космической отрасли мониторинг тоже велся. Ну, это не секрет, что космомониторинг ведется там за погодой, да? Метеорологические спутники есть и так далее. И все равно метеорологические спутники, у него, конечно, не только за метеорологией смотрят, но и за всем остальным.
соответственно, те же самые были. Потом у нас есть космическая система ИСДМ Рослесхоза, то есть это дистанционный мониторинг спутниковый, который обнаруживает лесные пожары на территории лесного фонда, фиксирует их. Ну, тут можно сказать, что это у нас ведется через сайт, тоже есть, Рослесхоза, авиалесоохрана, авиалес.ру. В принципе, там можно тоже посмотреть через этот сайт. Ну, тут, конечно, есть своя специфика обнаружения этих пожаров. Какие-то пожары обнаруживаются через дым, какие-то пожары обнаруживаются через термические аномалии. Также свои системы есть у МЧС. Они вот как раз по термическим аномалиям и обнаруживают. У них площадь шире, больше. Да, получается. у них там обнаруживают и пески, когда вот жаркая погода, и те же свалки тоже, которые загорелись, да. Ну, то есть они не различают, они просто термические аномалии регистрируют и все. А вот СДМ Рослесхоз, он конкретно показывает лесные пожары. Ну, это уже связано с задымлением, и, соответственно, по площади тоже тут у нас есть, конечно, разница от действующего пожара и от того, который показывается в СДМ Рослесхоз. Ну, там по задымлению, конечно, площадь больше показывает, поэтому делается верификация в конце пожароопасного сезона, в конце, после того, как пожар ликвидировался, и, соответственно, ну, разница есть, в сторону уменьшения, конечно. Вот. Спасибо. Вот известно, что даже еще в записках исследователей XVIII века они писали, что они идут и вокруг, значит, горят леса, и солнце красное, и огромная задымленность. Это экспедиции Витуса Беринга прямо описывали очень красочно эти вещи. Ну и то есть наши леса горят. И Александр Петрович, немножко про горимость наших лесов, по понятию пирогенность, пирофильность. Это то, что у нас специфика экстраконтинентального климата обуславливает появление особых видов мест обитания, получается, и даже отдельные виды растений особые. Дело в том, что климат Якутии всем нам известно, что он экстраконтинентальный, очень засушливый. Этот год показал, что начиная с апреля до настоящего времени осадков очень мало, что характерно для засушливых регионов. Если сравнивать по сумме осадков за год Якутию и, скажем, Оренбургскую область, Волгоградскую область, где считается засушливым климат и где степные ландшафты распространены, у нас выпадает меньше в 1,5-2 раза, чем там. Только наличие многолетней мерзлоты способствует тому, что у нас здесь лесная растительность. Не было бы вечной мерзлоты, многолетней мерзлоты, не было бы и лесов. Но еще есть другой аспект. Как ни странно это звучит, лес не существует, не может у нас существовать без пирогенного фактора. Дело в том, что начиная с позднего плейстоцена, а может еще и раньше, леса формировались, наши леса формировались в условиях периодически возникающих лесных пожаров. Вот вы как раз привели пример Витуса Беринга и его воспоминания. Ну, очень часто читаешь воспоминания разных наших исследователей. Например, у того же Обручева есть упоминание, вот идем мы по Верхоянию, и нас сопровождают сплошной дым, сплошные пожары. Да. И вы, наверное, помните засушливые годы, 40-е, период Великой Отечественной войны. Там тоже огромное количество пожаров было в этот период. По крайней мере, наши исследования показали, что почти в каждом лесном массиве имеются следы лесных пожаров 40-х годов. По годичным кольцам это хорошо видно, что наши леса
существовали, существуют и будут существовать в условиях постоянного периодического воздействия лесных пожаров. И, конечно, наш лес адаптировался к этим условиям. У нас возникли такие древесные породы, как лиственница каяндара, лиственница гмелина, сосна, ну, та же береза, скажем, да, устойчивые к лесным пожарам. То есть они не совсем устойчивы в физическом отношении, скажем, да, они также сгорают, также погибают, но в своем развитии, в своем цикле у них возникли приспособленческие адаптации, которые позволяют им нелегко, но все-таки переносить лесной пожар, если он не сплошной и чрезвычайно устойчивый. В связи с этим наши леса, наши древесные породы мы называем пирофитными, то есть растения, которые существуют в условиях постоянного воздействия лесных пожаров. А леса, возникшие в результате лесных пожаров, называют пирогенные, то есть они возникли в результате лесных пожаров. И поэтому, например, такие наши растения, как толокнянка, та же брусника, они достаточно устойчивы к низовым пожарам и имеют собственные приспособления к переживанию огня. Вот часто, наверное, видите в сосновых лесах, пожар прошел, а латки толокнянки остаются. Это новая точка роста, новая точка возобновления лесной растительности. И к тому же наши деревья, они так сформировались, что нуждаются даже в какой-то степени в периодических огнях. Существует понятие волна возобновления в лесоводстве. Вот эти волны возобновления напрямую связаны с лесными пожарами. Прошел лесной пожар, появилось место для появления новых всходов. Дело в том, что наши деревья, материнский полог не любит своих деток. Под материнским пологом, если не нарушена подстилка, подроста не бывает. Вот весь подрост, который имеется, это в тех местах, где есть нарушение подстилки. А почему это так происходит? Потому что семена зависают в сухой подстилке. Ежегодно выпадает огромное количество опадов. В лиственничных лесах это 3-5 тонн только хвои. Я не считая, скажем, валежника там и так далее, вот этого шишек. И это все высыхает, в период засухи не перегнивает. В лесу у нас биологическое разложение очень происходит медленно. В связи с этим накапливается горючий материал, который готов сгореть. И, к сожалению, наши леса зачастую готовы сгореть по своим биологическим свойствам. Это им свойственно, так скажем. И таким образом сформировалась наша светлохвойная тайга, которая и доминирует в нашей природе, и который как раз и является одним из основных, самых горимых биомов, ну, может быть, не на планете, но, по крайней мере, в Северной Евразии. Да, точно. Северной Евразии точно. Ну, по поводу определения леса. Лес по биологическим понятиям это, конечно, экосистема биологическая, а с позиции лесного кодекса это вот такое социоэкономико-биологическое понятие, и уже делается упор на именно ресурсную составляющую. Поэтому вот определение леса сейчас становится очень широким. Напомните, пожалуйста, ну, как бы основные подходы, которые вот в кодексах последних лет стали отражаться. Александр Петрович или Андрей Георгиевич? Давайте я скажу, да. В кодексе 2006 года, который сейчас действует, лес определен как экологическая система и как природный ресурс. То есть это возможность его использования именно
лесные ресурсы есть, да, есть недревесные лесные ресурсы, есть там пищевые лесные ресурсы, то есть и это все возможно взять в аренду на какой-то срок от 10 до 49 лет. Там, и также в лесах лесного фонда у нас расположены полезные ископаемые. По ним проходят линейные объекты, такие как ЛЭП, как газопроводы, как дороги. Да? Также там устраивается водохранилище и так далее. Поэтому тут получается, что лес именно он используется как природный ресурс, то есть за него берется плата. И это один из принципов тоже лесного кодекса, это платность использования лесов. Вот, ну, вот так вот я скажу. Да, Может ну быть, вот еще, если дальше перейти по поводу платы, экономики, Саргалана Поликарповна, когда мы предварительно рассказывали, она рассказывала, как проходила с 80-х годов, 90-х, вот, передача отношений в подчинении то федерации, то республики. И тут хотелось бы от нее вот сейчас услышать, как все-таки она оценивает этот длинный период, когда приходилось героически вводить, выводить, и, как вы сказали, всегда с потерями. Ну, я как вот автор книги про историю лесного хозяйства Якутии хочу еще дальше уйти. Скажем, можно, да? Да, можно. Ну, до 14 декабря 1939 года в Якутии не было организованного управления лесами. Первый лесовод нашей Якутии – это выпускник Ленинградской лесотехнической академии Аникин Константин Георгиевич. Мы его считаем основателем лесного хозяйства Якутии. До приезда в Якутию он имел большой опыт организации лесхозов в Тюменской области и в Камчатской области. Его направили в Якутию. Приехав, этот человек первым написал фактическую характеристику лесов Якутии и написал, ну, как существующее положение. И вот если вот мы сейчас только что сказали насчет экономики, да, тогда сразу вот шел вопрос экономический, всегда стоял. Потому что тогда доход, лесной доход, он всегда взимался, но взимался как бы с печной трубы, а не с тех кубометров, которые, ну, вырубили предприятия и так далее. И он первым написал свою большую докладную записку, где написал в отношении пожаров, что охрана лесов на большой территории Якутской ССР отсутствует, следствием чего являются громадные по размерам ежегодные пожары. При этом эти пожары принимали форму стихийных бедствий, и пожары достигали таких размеров, что в пожарах погибали и жилые постройки, и служебные постройки, скот, сено, и даже люди погибали в этих пожарах. Ну и 14 февраля 1939 года было принято судьбоносное постановление Совета народных комиссаров Якутской ССР о создании управления лесами местного значения. И уже к концу 1939 года численность, значит, работников лесного хозяйства стала 112 человек. Ну, вот эту начавшуюся, скажем, работу прервала Великая Отечественная война, специалисты ушли на войну. Ну вот хочу вам, ну, всем жителям и Якутии, все время я это подчеркиваю, да, в 1944 году, это тяжелое военное время, вы сами понимаете, что за время, да? Была организована в Якутии авиационная охрана лесов от пожаров. В 1944 году был открыт Якутский лесной техникум. И я вот всегда удивляюсь мудростью того людей, того власти, может быть, того поколения, которые понимали, что война заканчивается, да? Но все равно леса нужно охранять и развивать это лесное хозяйство. Начиная с 1947 года в Якутии, значит, лесное хозяйство начало очень бурно развиваться. И в 1947 году численность достигла 714 человек. Затем, значит, вот это развитие шло, и потом началась череда очень
таких реорганизаций, которые ничего хорошего не принесли лесному хозяйству. Это передача совнархоза, передача в лесную промышленность и какое-то время даже отдавали Министерству сельского хозяйства. В результате чего не только лесное хозяйство Якутии, но и России прошло в такой упадок, да, об этом все средства в то время тоже писали, люди писали, общественность писала, народ писал. И пошло, значит, было принято такое решение создать главлесхозы, создать министерство. И в Якутии у нас организовалось в 1965 году Министерство лесного хозяйства Якутской ССР. И с тех пор началось поэтапное, значит, развитие лесного хозяйства. И министерство это у нас проработало до 1990 года. И это мы счастливы, вот я, мое поколение, например, счастливо, что мы немножко застали время, пришли работать в те времена, когда у нас в Якутии было Министерство лесного хозяйства Якутской ССР. Численность к 1990 году в лесхозах работало 2615 человек. 2615 человек. В авиабазе работало 1500 человек, из них парашютно-десантная пожарная служба, по ДПС мы его называем, составляла 1125 человек. Это почти что свыше 4000 человек охраняли нашу тайгу. При этом система была такая, что в лесхозах, значит, были лесничества, в лесничествах работали, конечно, инженера, лесничие, мастера леса, и была очень большая вот такой работники, да, они назывались лесниками. Лесники были почти в каждом населенном пункте, в каждом селе, в каждой деревне. И вот лесник, который жил в деревне, он следил и за вырубками, и контроль вел, да. А пожароопасный сезон, когда начинались пожары, он незамедлительно принимал меры на малой площади. Ну, с 90-го года у нас началась такая очень сложная новая Россия началась. Ага. Ну, во-первых, наше, значит, управление лесного хозяйства отдали подчинение Министерству охраны природы, тогда существующему. Ну, оно как-то было номинально. Де-юра все равно были главными распорядителями своих средств. И так было до 1997 года, когда приехала тоже Чубайс, что ли, не помню, но из правительства Российской Федерации, и сказали, не надо нам вот эти структуры, чтобы они финансировали счет федеральных налогов, вы налоги все отчисляйте, а вот те структуры, которые финансировались за счет федеральных налогов, отдайте обратно, ну, федеральное подчинение. И в 1997 году я свидетель вот этого, скажем, тогда я была заместителем руководителя управления лесного хозяйства. Мы оказались в таком положении, когда Якутия нас открепила, все лесное хозяйство, а Россия не приняла. И открепила в начале года, а Россия приняла только на финансирование с 1998 года. И весь год у нас была к 1 января 1998 года кредиторка почти годовая. Почти 10 месяцев. Вы представляете, что такое, да? Какой отток работников и сокращение численности прошло вот в этот период. Никто потом эти деньги не возместил. Поэтапно. Вот я считаю, что благодаря тогда руководителям управления был уважаемый наш Ольцев Вячеслав Степанович, мы сохранили костяк лесного хозяйства и поэтапно вот погашали вот эту кредиторскую задолженность. Там задолженность по налогам и так далее. Очень тяжелые были времена. Затем в 2000 году по всей стране ликвидировали Федеральную службу лесного хозяйства. И по всей России, я считаю, с того времени пошел развал лесного хозяйства, отдали Министерству Минприроде, и Минприрода создала во всех субъектах управление природных ресурсов, в которых соединила все службы, и геологическую, и водную, там, и экологическая экспертиза была, и лесное хозяйство. И все эти управления природных ресурсов создавались у нас в Якутии на базе управления лесного хозяйства Якутии, а когда в 2004 году расформировались, правопреемником оказалась Росприроднадзор. Вы представляете, да?
что такое быть правопреемником. Ну, 2 года были агентством лесного хозяйства, подчинялись Российской Федерации. И вот с 2007 года ввели в действие новый лесной кодекс Российской Федерации, который разделил все полномочия. Этот кодекс был самый, скажем, ударил очень сильно по нашему лесному хозяйству, потому что там произошло? Передача полномочий субъектам Российской Федерации. И часть полномочий, все нормативно-правовое регулирование, там финансовое распределение, все осталось за Российской Федерацией, за субъектами, все вопросы лесопользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов. И эта реорганизация коснулась самых первичных звеньев лесного хозяйства, лесхоза, когда лесхозы разделились функции, так называемые управления и хозяйствующие функции. В результате чего было сказано, что лесничество – основной территориальный орган управления, оно не имеет права заниматься хозяйствующими функциями, а хозяйствующими функциями должно быть создана какая-то структура. И вот ввиду этого нами было тогда принято решение правительством нашей республики создать государственное автономное учреждение Якутлесресурс и отдать Якутлесресурсу в виде, значит, заданий, планов, все выполнение лесохозяйственных мероприятий и тушение лесных пожаров в наземной зоне тушения и обнаружения. Параллельно вот этот кодекс впервые тогда у нас авиалесохрана была федеральная. И вот с 2007 года она перешла, у нас стали все авиабазы у нас субъектовые. При этом средств, так называемых субвенций с федерального бюджета, вначале была обозначена сумма без авиабазы, а потом оказалось, что авиабазы тоже отдали. И в итоге мы весь 2007 год не знали, как эти субвенции распределить между лесничествами и авиабазой. Вот такое тяжелое положение попали. При каждой передаче, вот я все эти этапы помню, ни в одном постановлении, нигде не оговаривались меры по сокращению, по социальной защите работников учреждений лесного хозяйства. То есть тогда были такие времена, что человек писал заявление «Упрошу уволить с лесхоза», и на второй же день принимали в лесничество. Второе. Очень опасный вопрос был имущественный блок. Передача имущества. Раньше-то как-то в Советском Союзе, имущество государственное. А здесь имущество, мы все знаем, есть Росимущество, есть Министерство имущественных земельных отношений республики, да, субъектовые там органы управления имуществом. Вот эта передача имущества проходила болезненно очень во многих субъектах. Но у нас в Якутии в первичных звеньях имущество это сохранилось, но не во всех субъектах они смогли сохранить даже здание, скажем так. И каждый раз у нас вот численность падала. На сегодняшний день я вам хочу сказать, какая структура у нас. Министерство экологии и природопользования с 2018 года, там 2 департамента, лесного хозяйства, департамент лесного надзора и охраны лесов. И у нас 25 лесничеств, там работает 582 человека. В государственном бюджетном учреждении Якутская база авиационной охраны лесов работает штат 328 человек. В государственном автономном учреждении Якутлесресурс работает 252 человека. Итого штатная численность в учреждениях постоянных 1162 человека. Вот давайте сравним, в 90-м году 4115 человек, а сейчас 1162 человека. Поэтому вот вопрос такой довольно-таки сложный. Я вот, когда пришла работать после института окончания Уральского лесотехнического, приехала в Якутию, да, меня направили работать лесничим. У меня Ботомское лесничество, все знаете, это та сторона Хангаласского района, где стоят парк наш Ленские столбы. У меня в подчинении было 17 работников, мастеров и лесников леса. На сегодняшний день, Андрей Егорович, там 1 или 2 человека, по-моему, работает, да? Да, У меня 4 было в лесничестве трактор ДТ-75, у меня был трактор МТЗ, несколько плугов, гараж, там, конторы и так далее. И еще один вопрос. В советское время
мы шли в лесное хозяйство, но мы знали, что мы приедем, жилье нам всегда давали. Это пусть он деревянный, пусть мы печку топили, да, где-то в районных центрах и, скажем, с отоплением были дома. Ну, лесхозы тогда строили очень много жилья, и жилье это выдавалось. Ну, конечно, я уже не говорю о том, что сколько было этого обмундирования, там, различных там инвентаря, тракторов, техники, да, было очень много. Постоянно велось строительство контор, кордонов и жилья служебного, ну, скажем. Последние годы, ну, лет 20, я не помню, чтобы вообще что-то строилось в лесном хозяйстве. Все, которые сейчас есть конторы, в основном все построек со времен, ну, скажем, ну, Советского Союза. Ну и, конечно, очень большой фактор в лесном хозяйстве имеет это низкая заработная плата работников лесного хозяйства. Она самая минимальная в республике заработная плата, это у работников лесного хозяйства средняя месячная зарплата где-то 32-33 тысячи рублей в месяц. Вот представьте себе, да, взрослый мужик, да, работник лесного хозяйства, он должен и семью содержать и так далее, да, и все лето вот на пожарах находиться, работать и так далее. Ну, еще хочу пояснить, вот многие думают, что лесное хозяйство, оно связано только с охраной лесов от пожаров и тушением, да. При этом простой, скажем, ну, житель, да, ну, наши телезрители, не все знают такой большой пласт работы, как организация лесопользования. Это и государственный контроль за лесами, это контроль за незаконными рубками, это, значит, вопросы предоставления населению, значит, древесины по договорам купли-продажи, это договора аренды, это все, что делается в республике, линейные объекты, строятся там дороги, линии электропередачи, недропользования, оно в основном идет по землям лесного фонда. И раз задевается земля, значит, предоставляются лесные участки. Если лесные участки предоставляются, значит, там целый порядок вот этого предоставления, и это очень большой пласт работы, который выполняют работники лесного хозяйства. Ну, еще, конечно, когда была единая система в Российской Федерации лесного хозяйства, да, финансирование-то как шло? Ну, всем определили, сколько там денег, да, и в ходе, значит, пожароопасного сезона никогда не бывает по всей России, что горит нынче один субъект или все подряд, чтобы горели, да. В 2010 году горела вся центральная Россия, позапрошлом году горел очень интенсивно там Красноярский край, да, Бурятия там и так далее. В этом году, в прошлом году Якутия, вот сильно высокая горимость, да. И при этом вот авиалесохрана могла маневрировать между субъектами как угодно. Наши ездили тушить пожары в другой регион, другие приезжали сюда тушить лесной пожар. При этом финансовая составляющая, ну, как бы каждый у себя там получал свои деньги. Что такое переданные полномочия субъектам Российской Федерации? Деньги определяются до начала финансового года, субвенции. То есть, что Кировская область свои субвенции получила, там Якутия получила свои субвенции, да? Ну, у каждого свой карман. Если даже я пошла работать на другой субъект, как нынче, я считаю, благодаря вот федеральному агентству, да, очень много привлекли сюда из других регионов парашютистов. Но за все это же надо платить. У каждого свой карман получается. Точно так же, как мы семье платим за что-то другое расходы, это все нужно платить. И в итоге по году, вот я недавно слышала, я, конечно, не работаю в органе управления, что затраты по лесным пожарам будут очень большие. Даже, наверное, я думаю, свыше 2 миллиардов точно будут, да? А изначально субвенции закладывается на субъект, ну, гораздо меньше, скажем, там, по-моему, 700 с чем-то миллионов и на Якутию закладывается. И меня вот как, ну, ветераны лесного хозяйства все время такой вопрос, скажем, тревожит и, ну, и волнует, почему нельзя эти деньги изначально
дать этому лесному хозяйству, например, скажем, да, не добавляя ее летом, когда пожары достигают больших размеров, да, чтобы уже планово увеличить численность нашей лесопожарной службы. То есть тех, которые у нас постоянно работают в регионе. Чтобы они с самого начала, чтобы у нас была пожары. Вот что такое 328 человек в авиабазе, из них по ДПС 221 человек. Да? В мае начинаются пожары. Пожары не потушишь за один день. Да? Высадили, от силы на 20-30 пожаров. Все. А народу-то уже нету. Все. Понимаете, да? А раньше работало, скажем, по ДПС было только в Якутии 1125 человек. Я работала лесничим, и я даже вот в авиационной зоне не знала, где кто занимается тушением лесных пожаров, потому что я свою наземную зону смотрела, а в авиационной зоне парашютисты приезжали, спускались на Малой площади, тушили пожар и потом их на вертолете забирали. Вот такая была система. Потом в советское время было трехкратное патрулирование лесов, когда класс пожарной опасности достигал 5 класса. То есть борт с парашютистами 3 раза в день облетал территорию свою. Были специальные такие, патрульные эти маршруты, да. Увидели пожар, тут же прыгнули, тут же принимая меры по тушению лесных пожаров. Вот такая была система. Но в Якутии всегда, конечно, всегда работали мобилизованные, потому что территория, конечно, очень большая. Мы всегда повторяем, 1/5 часть лесов России, и без помощи, значит, всех на такой территории обеспечить тушение лесных пожаров очень сложно. И вот я хочу сказать, что наш основатель лесного хозяйства Аникин Константин Георгиевич еще в 1947 году писал в своей докладной записке министру лесного хозяйства Советского Союза, писал такие слова, которые до сих пор актуальны, я считаю, во все времена. Задача борьбы с лесными пожарами в Якутской АСР должна приобрести особо важное значение не только для лесных органов. Задача должна быть поднята на уровень общегосударственного и всенародного дела. И только тогда она будет, безусловно, решена положительно. Вот какие слова были сказаны. А мы сейчас имеем в лесничествах работников 582, а в 1947 году имели 714 человек. Сейчас лесное хозяйство Якутии находится где-то на уровне 50-х, по численности на уровне где-то 1950-х годов. К сожалению, большому. Спасибо. У меня все-таки немножко вопрос. Вот до того, как вы сказали, приехал кто-то из правительства Российской Федерации, принял решение о передаче на федеральный уровень и о передаче федеральных налогов. Мы помним, был период, когда все налоги оставлялись здесь. Это фактически федерация финансировала. А когда вот пришла передача, то пошел принцип заявительный. То есть можно считать, что взяв налоги и финансирование, начав финансировать уже по принципам своим, как раз там первый нолик исчез, как вы сказали, да? А в дальнейшем, когда происходила передача обратно, и опять заявительный характер, как раз у нас все вот на финансировании в этом передаточном и очень большие проблемы. Потому что те цифры, которые вы называете, это было, по сути, федеральное финансирование. Ну, в Советском Союзе вообще понятия разделения не было такого. Федеральный, республиканский. Да, там не было. Учет такой был все равно, но когда это произошло, то есть, по сути, леса – это федеральная собственность, само собой, и вопросы федерального финансирования вот при передачах он трансформировался. Вот может кто-нибудь ответит, как шла трансформация вот нормативных баз, и вот те 85%, которые сейчас мы имеем зона контроля, она менялась, увеличивалась, потому что вот то, что вы рассказываете, авиационные отряды летали и тушили в той зоне, которой вы не отвечали. То есть зона от 15%, наверное, была шире.
Вот Ну, я когда хочу она стала меняться? Ну, зона охраняемая, конечно, когда создавалось лесное хозяйство, ну, вот 1944 года, когда авиационную охрану создали, вот началось ну, определение этих зон, да. На всей площади никогда не тушили. Во-первых, вот мы говорим, лесной фонд 254 миллиона гектаров. Это земли 254 миллиона, да. Из них есть такая классификация, лесные земли составляют 196 миллионов, не лесные 58. Из лесных земель, покрытые лесом, 155 миллионов. То есть не все 254,7 миллионов, это нужно считать, что это покрытые лесом земли. Ага. Там есть не покрытые лесом, это у нас и редины, и гари, и вырубки, и погибшие древостои 41 миллионов. А не лесные земли, это находящиеся внутри лесного фонда, и болота, и пески, и каменистые россыпи, и дороги, и воды, и остальные неудобные земли для использования. И вот когда определялась охраняемая зона, она, во-первых, всегда шло, конечно, вкупе с численностью. Ага. Вот в 1947 году она была, вот есть данные, до 1947 года данных нету. В 1947 году охраняемая вот эта зона, авиационная и наземная, составляла 5,8 миллионов гектаров. 5,8. Ну, численность, соответственно, в 1947 году, помните, 700 человек была. Но когда численность постепенно, потом становилась 30 миллионов, 70 миллионов, 80, и вот поэтапно, и уже вот в 80-е годы охраняемая площадь, это и авиационная, наземная всегда зона где-то была 4 миллиона всегда. Это зона применения наземных сил, когда выезжаешь с населенного пункта, там на машине, на тракторе тушишь пожары. Авиационная зона – это зона, где применяются, ну, парашютисты, десантники тушат эти пожары. Да? И вот вместе охраняемая зона у нас была 109,9 миллионов, ну, практически 110 миллионов гектаров, 110 миллионов Из гектаров. 150 миллионов. Из всех 250, Ну ну, да, скажем, да, да, 250, ага. да. И 110 миллионов было. Ну и статистика тех времен, которая есть, она, например, вот самые горимые года, 86-й, было 1438 пожаров. Это нужно понимать, что это было количество пожаров на 110 миллионов. Ага, вот. Или в прошлом году было 2061 пожаров. Это по всем зонам. Но так как пошло сокращение работников, охраняемая зона стала уменьшаться постепенно. И на сегодняшний день она составляет наземная, значит, 4,4 миллиона, как и была всегда. Это зона работы ГАУ Якутлесресурса должна быть по-правильному. Авиационная зона 32,9 миллиона. И вот эта зона космического мониторинга, или как мы называем ее, контроля, аж 217 миллионов. Да? То есть сейчас госзадание, вы все знаете бюджетно, все выдается вот этим учреждениям нашим на эти 37 миллионов гектаров. А зона контроля попала почти очень огромная территория. Но очень часто говорят, ну давайте мы вот схему там перерисуем, давайте сделаем зону контроля уменьшим и давай доведем охраняемую территорию там до 100 миллионов, ну как раньше было, да. Это я очень часто слышу на многих совещаниях, там, дискуссиях и так далее. Но, ребята, если увеличиваем охраняемую зону, увеличивайте численность. И финансирование. Численность и финансирование. А финансирование в советское время как было? Есть мероприятия, рубки ухода, санитарные, там все заготовка семян. На каждую вот эту строчку был норматив, ну скажем так, да, сколько. На численность тоже там определенные там оклады там туда-сюда, и все на численность это пересчитывалось. Сейчас субвенции в Лесном кодексе как прописано? Исходя из площади защитных и эксплуатационных лесов. Не включаются резервные леса. А резервных лесов у нас 120 с чем-то, почти половина нашей территории, это так называемые резервные леса, где в ближайшие 20 лет 126 миллионов резервные леса. Это
та территория, где ближайшие 20 лет не предусматривается заготовка древесины. Ну, на нем же все равно, там живут люди, правильно? Там лес растет, видите, резервные леса. По идее, вот это вот исключение резервных лесов, это вот непонятно, это пошло с 2007 года. Конечно, я считаю, что методику уже внесли изменения, и все должно считаться по нормативам тех работ, которые должны производиться на территории того или иного субъекта. Да, вот я по поводу нормативов как-то сделал запрос в министерство, и мне отправили, какая же у нас обеспеченность на данный момент, чтобы заниматься борьбой с пожарами. Я понимаю, что коллегам из лесной этой сферы, наверное, сложновато это говорить, но посмотрев параметры, я увидел, что от 15 до 50 с небольшим процентов обеспеченность. То есть по многим техникам вот положено 15, всего наличие 3, 50 в наличии 15. То есть вот те же самые ранцы, они, кажется, десятками тысяч должны быть. У нас всего лишь сколько-то тысяч их. То есть видно сразу, что вот это хроническое недофинансирование, оно постепенно привело к тому, что то современное оборудование, оно сейчас реально современное, более лучшее, оно фактически все меньше и меньше. Ну и, видимо, опять же, вот на численность и рассчитывают на конкретно реальных. А когда идет своеобразный всплеск пожаров, тогда требуется в большем объеме. Значит, получается, где-то должны быть там складироваться запасы, поддерживаться их работоспособность. И когда вот добровольцы, привлекаемые местные население. Вот сейчас особенно активно и большое спасибо общественности, что начали уже личные деньги вкладывать. Я вот даже деньги перечислял определенное количество. Приводит к тому, что вот надо их снабдить. И достаточно очень короткое время обучения для маленькой функции, они могли бы быть довольно профессиональными людьми. И вот сейчас многие добровольцы, они же подготовленные приезжают. Конечно, есть и такие, которые не очень подготовленные, но по сути такое движение народное надо поддерживать. Ну, наверное, порой не хватает оборудования, потому что, порой вот мне люди даже пишут, говорят, что вы лопатами только и работаете. То есть, по сути, надо признать, что, наверное, в ряде случаев так и есть. Андрей Егорович, как по поводу обеспеченности? Я уже сказал, вот вы можете не говорить, обеспеченность до 50% это не есть обеспеченность. Даже 15-30, там вообще единицы по отдельных оборудований. Я уже озвучил эти цифры, тут целый перечень может быть вопросов. И нам еще поступили вопросы, я тоже вот сейчас примерно распределю. Андрей Егорович, пожалуйста. Конечно, насчет обеспеченности, конечно, вопрос очень больной. Это тоже, как вы сказали, это тоже хроническое недофинансирование, но то, что касается работы ручными инструментами, а не современным оборудованием, это, конечно, тоже имеет свои тоже причины. В некоторых местах трактор тоже не может проехать. А то, что вот тушение с помощью авиационных средств, сливы воды и так далее, то это, я скажу, что это не тушит пожар, он просто приостанавливает. То есть в это время человек может пойти и сделать как раз лопатой минполосу, да? А слив воды он приостанавливает и он не тушит пожар. Потом пожар далее восстанавливается и дальше идет. И, конечно, тут тоже все зависит от летчика-наблюдателя, который сидит, от штурмана в этом самолете, чтобы попасть именно на кромку лесного пожара. И чтобы не было такого слива воды, чтобы он раскидал все эти горящие древесину и так далее по обе стороны от этой минполосы, и возник бы новый лесной пожар. Конечно, да, ранцев не хватает, и все это, конечно, мы очень благодарны добровольческому движению. Обеспечение там идет и лопатами, кто со своей лопатой придет, кто с ранцем. Конечно, хотелось бы пожелать, чтобы люди приходили
ну, более подготовленные, одетые хотя бы, да, не в кроссовках, не в тапочках, не в футболках там, и шортиках. Это все-таки лесной пожар, это работа это в лесу, то есть там и комары, и мошки, и горящие там ветки могут упасть на ногу, и чтобы этого не было, нужно иметь защитную одежду хотя бы для этого. И для того, чтобы спать, конечно, нужно иметь спальный мешок, потому что сейчас вот уже начинает холодать, нужно теплые вещи иметь с собой. Сейчас будет еще холоднее, поэтому, чтобы не заболеть, нужно с собой иметь теплые вещи, какие-то лекарства свои и быть готовым к тому, что это может быть и 3 дня, и неделя. Это одним днем, конечно, лесной пожар не тушится. Пожалуйста. Ну, я насчет вот, ну, скажем, раньше мы в советское время, ну, ранцевые опрыскивателями, конечно, для протушения, когда локализуешь там, чтобы перехода не было, использовали. Но все мы должны понимать, что самое главное, когда тушим лесной пожар, это его локализовать. Локализовать его можно только минерализованной полосой. И оттуда уже смотреть, или тушить оттуда, или проводить встречный отжиг. И когда идет, нужно, вот самый тяжелый труд в тушении лесного пожара, это прокладка минполосы. И все должны понимать, что для этого нужна техника. Техника, которая могла бы прокладывать, ну, вот эти минерализованные полосы вокруг пожара. Это не любая техника подходит. Во-первых, все понимаем, это не по полю с плугом, трактор с плугом, когда идет. Он же идет, там же и корни, и деревья навстречу. Это же он идет по лесу, понимаете, да? И даже какая была бы не техника, она иногда выдерживает только один пожароопасный сезон. Нужны травы для доставки этой техники до мест назначения, иначе гусеничный трактор сколько будет добираться до пожара, да? Ну и в советское время очень широко применяли взрывной метод прокладки минполос. Сейчас тоже начали возобновлять вот этот взрывной метод, но очень широко использовали. Но тогда были, конечно, более такие правила вот этих хранения взрывчатых веществ и так далее. Ну, скажем, проще. в советском проще. Сейчас, конечно, очень там все строго. Терроризм. Ну, может быть, борьба с терроризмом или еще что-то. Ну, вот в последнее время, 90-е, все это так усложнилось. А вот взрывной метод, конечно, это было очень прекрасно, хороший способ взрывным методом. Ну и лопаты. И вот всегда нужно одно понимать, что водой, скажем так, никогда пожар не потушить. Мы сами были свидетелями, вот как 24 июля целый день был проливной дождь, да, и все говорят, ой, сейчас все пожары, ну, потушат, да, а я сижу, я говорю, да вы что, говорю, неделю будете идти, еще потушит ли пожар, понимаете, да? Потому что же это не только вот открытый огонь, это же и коряги, там, и деревья толстые и так далее, это же все горит, Поэтому нужно все равно, конечно, понимать, что нужно иметь, во-первых, численность людей и увеличивать технику. Техника. Ну, конечно, вот нынешние лесные пожары – это большой ущерб, его называют экологической катастрофой. В какой-то мере можно так считать, потому что лес, как мы уже знаем, это экосистема. И, наверное, Александр Петрович немножко по ситуации, как с животным миром, почвенным покровом, ситуации с мерзлотой, как это вот потенциально возможно и в этих случаях. Ну, лесной пожар – это стихийное бедствие не только для деревьев, не только для растений, но и для всего комплекса организмов, которые там обитают. Часть из них может убежать, скажем, улететь, часть из них не сможет этого сделать. И приходится констатировать, что лесной пожар наносит просто колоссальный ущерб биоразнообразию. Это и насекомые, это и те крупные и мелкие млекопитающие птицы, которые теряют не только свою жизнь, так скажем, да, но и стации для обитания,
урочище для воспроизводства и так далее, и так далее. То есть лесной пожар – это настоящее бедствие для всего живого, конечно. Но с другой стороны, опять же, есть и моменты, с которыми связаны, может быть, какие-то еще и положительные впечатления, так скажем, у некоторых людей, потому что когда проходит лесной пожар, возникают кустарниковые или травяные сообщества, пригодные для, как кормовые угодья для крупных млекопитающих, копытных и так далее. Тут, то есть в природе все сделано для того, чтобы максимально приспособиться к воздействию лесных пожаров. И, конечно, лесные пожары, они были, они есть и, к сожалению, будут. И с этим ничего не сделать. Просто природа у нас такая, что лесной пожар – это постоянно, но периодически, циклически действующий экологический фактор существования нашего биома таежного. Да, и вот эта вот цикличность, я хочу дополнить, да, вот мы помним горимые года, всегда называем 73-й, там, ну, ранее, 86-й, 90-й, 2002-й, 2011-й, сейчас вот 2020-го началось. То есть, как только происходит накапливание горючего материала из-за отпада лиственницы, да, сразу начинает горимость. Почему у нас северные районы вот, там горят один раз в 20 лет, да? Потому что там древостой, сами знаете, он и меньше, и отпад меньше. А центральные, южные горят больше, потому что там древостой лучше и отпад больше. Потом еще есть такая проблема, как старение леса. Да? Лес проходит у нас, у специалистов, мы говорим, молодняки, средневозрастные стадии проходят, приспевающие, потом наступает возраст спелости после 120 лет у нас в Якутии, да? Потом где-то уже там 140-150 они становятся перестойные. Это как же и люди, начинается старость, скажем так, да? И у нас в Якутии в последнее время мы наблюдаем, вот мы занимаемся лесоустройством, наш филиал Рослесинформ. В прошлом году проводили 3 года государственную инвентаризацию лесов. У нас растет доля перестойных лесов. У нас доля перестойных лесов где-то уже достигает 47%. Вот это уже другой аспект, скажем, экологической катастрофы. И природа начинает регулировать. А почему вот это вот тоже выходит эти 47%, да? И в советское время тоже было понятие, так как лесной ресурс – это природный ресурс возобновляемый, обеспечить многоцелевое, рациональное, неистощимое лесопользование. Что это означает? Вырос лес, есть понятие спелости достиг, лучше его вырубить, срубить там, использовать, не доводить до состояния перестойности, скажем так. До состояния лесного пожара. Да, до состояния. А вот когда лесов перестойных становится все больше, у нас расчетная лесосека, это называется допустимый объем спелых перестойных насаждений, вырубки 35 миллионов кубометров. А в год вырубается всего там 1 миллион, скажем, да. Значит, 34 миллиона кубометров ежегодно переходят в состояние, скажем, перестойных лесов. И они стоят у нас как пороховая бочка, которая готова сгореть вот при такой аномальном лете, как нынешнее лето. Ну, скажем, засушливом, жарком. Да. Про цикличность можно еще сказать, что вот мы изучали, скажем, историю лесных пожаров по годичным кольцам, скажем, да, и получается, что сосновые леса, в принципе, горят каждые 6-8 лет. Лиственничные леса, ну, это в центральной Якутии, лиственничные леса горят каждые 14-25 лет. То есть обязательно идет вот период, когда огонь сжигает тот накопившийся, скажем, материал горючий, который
не успевает перегнить за летний период. Ну, еще у нас надо сказать, что общественность волнуется по такому принципу, что начали выдавать очень много лицензий недропользователям. Ну и очередной фейк вот такой мелькал, когда типа готовят территорию для нефтяников, для золотарей и полетов меньше. И я должен этот вопрос всем задать, потому что вроде бы улыбаемся, но в реальности, если посмотреть карту выдачи точек местонахождений, хотя где они находят, это вообще конфиденциальная информация, и площади пожаров, конечно, что-то перекроется. Правильно же? Площади-то везде большие. Но надо ответить, что, в принципе, вот, опровергать, потому что аргументов, что это не так, практически мало, но вот могут только на авторитетов сослаться. Кто-нибудь Ну, наоборот, Да. в смысле заготовки древесины, да, вот многие говорят, может, это где-то есть в других областях, там, которые Иркутск, там, ну, Хабаровск и так далее. Браконьерские рубки. Браконьерская заготовка. У нас в Якутии браконьерской заготовки нету, потому что, вот я говорю, 35 миллионов кубометров в год должны готовить только, если из них это все готовит почти местное население, 500 тысяч кубометров, и где-то там 100 тысяч, 200 тысяч кубометров лесная промышленность. А в советское время лесная промышленность готовила где-то 5 миллионов кубометров в год, скажем так, да. Ага. И вот, ну, с точки зрения вот лесозаготовителя, да, любого лесозаготовителя, вот когда вот сейчас пожары пройдут, ага, раньше мы практиковали такое, вот населению нужны дрова, да, и всех отсылаем в горельник. Иди в горельник руби, да. Угу. Никто не хочет идти в горельник рубить. Ни один лесозаготовитель не захочет пойти рубить горельник. Почему? Это вся твоя одежда в саже. Вы представляете, что такое сунуться в горельник, да? Ага. Цепи, вот бензопилы и так далее, все сажей, все там забивается, все инструменты забиваются, и ты еще домой принесешь вот эти швырки, да, которые еще тоже, скажем, ну, грязные, да. Поэтому все хотят рубить, ну, нормальный, выросший, спелый лес. Ага. Мало кто хочет стремиться идти рубить горельники. Хотя мы хотим, лесники, хотим, чтобы в первую очередь вырубались. Ну, не хотим, а в смысле предоставить, чтобы вырубили те леса, которые сгорели при верховом пожаре, да. Но никто не хочет рубить. Вот сколько сталкивались. Так же, Андрей Егорович, да? Да. Можно еще дополню, да? Вот еще в 2019 году в 310-е постановление правительства Российской Федерации введено изменение, что исключены там коэффициент по горельникам. То есть сейчас цена древесины идет такая же, вот, что горельник, что там спелый лес, что это все одинаково. То есть невыгодно. Да, невыгодно. Да. Кто поджигать леса, да? Это разницы не будет. Или ты будешь черный, возьмешь по 3 рубля, или ты будешь чистый и возьмешь по 3 рубля. Поэтому вот этот фейк о том, что там, где прошли пожары, там лес там дешевле или там цены нету, это все, конечно, фейк. Это вот в 310-м постановлении, как я уже сказал, все уже предусмотрено, внесены изменения, поэтому тут роли не играет, это горельник или не горельник. А что касается разработки месторождений, это же занимаются археологи, они занимаются геологическим изучением недр, запасы выявляют, все эти запасы защищаются, они уже вошли, как это там называется у них запас, вот этот, все же там уже есть, и они проводят аукционы вот на эти недра. Там никто, наоборот, мы все время, работники лесного хозяйства хотели, чтобы в закон о недрах внесли такую поправку, да, что при предоставлении участков было согласование с органами, ну, лесного хозяйства. Наоборот, у них это не согласуется, у них все запасы определены уже на 10, на 20 лет вперед, и они по своей программе их выдают. И никто там их не сличает, там, где пожар был или где пожара не было. Спасибо. Вот у нас вопросы поступают, да? Ну, во-первых, на первый вопрос я хотел бы немножко рассказать, что мне написали, что фонд, возглавляемый или лицо, которое известный артист американский Ди Каприо,
Он готов отправлять уникальные самолеты, которые очень легко все тушат, но для этого нужно построить площадки, я понял, аэродромного характера, потому что большие самолеты, и стоимость их около $100 миллионов. Но вот правительство Российской Федерации не сильно контактирует с иностранными структурами, и тем самым вот как бы себе хуже делают. Но я сказал, может быть, такую ошибку, что я сказал, ну, пускай Ди Каприо в Калифорнии и в других жарких территориях Америки там порядок наведет, на что я как бы получил достаточно жесткую характеристику, что я вообще не собираюсь помогать нашей стране и так далее. Ну, извиняюсь, ну, так вышло. Если человек еще раз выйдет, мы пообщаемся. Надеюсь, вот эта информация вам что-то много чего дала. А вот здесь идут такие нормальные вопросы. Вот первый вопрос. Согласны ли вы, что текущая ситуация в Якутии связана с неудачными реформами лесничества, проводимые РФ в 2007 году? Но я понял, что это не только 2007, это еще древнее. Мы уже ответили на этот вопрос, останавливаться не будем. Видно, что у Якутии не хватает сил на тушение пожаров. Поможет ли, что федеральные леса будут тушить федералы сразу, а не с помощью только региональных сил? Ну, мне кажется, мы ответили, но, может быть, что-то чуть-чуть. Вот вопрос, слышали, да? Тушить федералы сразу, а не с помощью только региональных сил. Вот как это вы понимаете? То есть он считает, что то, что мы привлекаем местное население и не из Москвы все тушим, это и есть как бы, ну, хороший способ. Или пускай они сами тушат, а мы только сидим и ждем, когда нам все потушат. Ну, когда было советское время, ФБУ авиалесохрана тушила, да, но все равно, когда, в те года, когда были дождливые года, как мы говорим, да, они сами справлялись и практически мало привлекали местного населения. Но вот те горимые года, которые мы назвали, ну, 86-й, там, 90-й, там, 90-й, вот эти горимые, ну, когда очень сильно горимость, ну, как бы выше нормальной, скажем так, да, все равно привлекалось местное население. Вот помните, раньше дома, кто в селе вырос, да, на лесничестве, на крыше стояли номера такие, большие краской нарисованы, да, и самолет, значит, обнаруживал, он патрулирует, обнаруживает пожар, группу парашютистов сбрасывает, а потом идет по маршруту, видит еще 2-3 пожара, которые возникли, ну, например, от грозовых разрядов, да, и он прилетает, кружит над селом, над лесничеством и сбрасывает вымпел такой, помните, да, мешочек. Ага, и мы, работники лесничества, вот этот мешочек видим, его берем и открываем, там написаны координаты пожара. Ну, в таком квартале, в таком этот пожар. Тут же сразу лесник, как увидел вот этот, ну, получил вот этот вымпел, он собирал население, ну, там 10-20 человек, смотря какое расстояние, трактор, если есть, и выезжал тушить вот этот пожар. Вот такая система. Поэтому никогда не было такого и не будет такого, вот как я вам сказала, слова Никина, да, что пусть федеральная, пусть республиканская или еще какая-то там, чтобы одни федералы тушили, или одни республика тушила. В годы высокой горимости никогда не будет такого, чтобы какая-то структура справилась сама по себе без участия, скажем, ну, всех сил, и республиканских, и федеральных там, и из других регионов, и привлечением местного, добровольческого движения. Только так. Ясно. Вот как я сказала, процитировала, всем миром. Только общенародным делом это должно стать. Ну вот сейчас как раз это движение пошло, и мне кажется, народ понял. И главное, чтобы сейчас еще предприятия крупные тоже поддержали и поняли. Третий вопрос. Вот, нужно ли сделать централизацию всех ведомств, которые работают в тушении пожаров? Авиалесохраны, лесничества и т.п. под управлением в одни руки. И пишут, например, к МЧС. Вопрос специфический, мне кажется, и так все ведомства, которые перечислили, они находятся в одних руках, а вот передать в МЧС, ну, наверное, вам сложно это сказать, но я считаю, что МЧС структура, которая как бы вступает, когда уже совсем все, когда край.
А вот предварительными вещами они просто не успевают заниматься. И у них много других функций. И вот это как бы некая попытка противоставить, на мой взгляд, это не очень правильно. И то, что даже вот мы прекрасно знаем, было совещание у главы нашей страны, где было по предложениям МЧС, было сказано, давайте мы от Якутии вопросы все заберем, и вы не будете этим заниматься. Это было как бы предложение от МЧС. В результате получится очередная вещь, что и МЧС ничего не получит, и там заберут, ничего не сделают. Поэтому тут в этом плане еще вопрос открытый. К тому же, как известно мне, резолюция, она очень, вот этого совещания очень расплывчатая. Ее еще довести до нормальных ситуаций, чтобы не оказаться вот в ситуации, как было там, запятую забыли, кого-то не включили, чтобы опять что-то потерялось. Это вот сейчас мы уже обученные, будем очень осторожно к этому относиться. Ну, хотела вот я вам так, добавить, если кто-то дополнит мой ответ, вам может неудобно отвечать, как это вопрос федеральный и различные ведомства, я могу так. Я хотела сказать, что вот это рассуждение с точки зрения смотреть на лесное хозяйство только как на тушение лесных пожаров. Да. Вот до этого, вот, ну я же объясняла, да, есть вопросы лесопользования, использования леса, государственного контроля. Лесник, который раньше был, да, ну скажем, работники лесного хозяйства, летом занимаются тушением лесных пожаров, а потом весной, осенью лесопатологическими обследованиями, зимой, значит, отводами лесосек, выполнением каких-то содействий естественного возобновления, другими вещами, обеспечением выдачи договоров купли-продажи, обеспечением контроля. То есть один и тот же человек, работник лесного хозяйства, он сезонно выполняет, скажем, Да, много разные виды работ. Да. Да, МЧС А тут только получится, что вот свое. только пожарную часть отделим, да, ну давайте еще дальше дробить лесное хозяйство. Давайте еще его раздробим еще на 3 структуры, да. Кто-то лесопользование, тогда нужно будет содержать и тех, которые лесопользованием занимаются, и тех, кто тушит. Это вдвойне, я считаю, в государственном масштабе содержать двойной контингент, или как штат, или как говорят. Ну да, люди из лесной отрасли, они многофункциональные, это вообще уникальная ситуация, когда они все умеют, все знают. И вот еще один вопрос, который, я думаю, мы уже почти ответили. Нужно ли возродить лесничество? Вопрос больше о создании рабочих мест на селе. Мне кажется, это однозначно, и Андрей Егорович, и Светлана Поликарповна все ответили, что, конечно, это должно быть, но стоит вопрос тактики, каким образом, какие нормативки. Я сейчас уже в курсе, что правительство Российской Федерации осознало, и сейчас уже вот дополнительное финансирование пошло, конкретно Мишустин этим, уже сейчас не ищут, кто виноват. Андрей Караулов, вот видео смотрели, наверное, недавно, он такой вопрос задает. Ни одного уголовного дела. Вот просто чувствуется, что ему хочется, чтобы кого-то посадили, кого-то сделали. Вот его задача это. А не разобраться и сделать что-то. Плюс, конечно, проценты, которые он там говорил, полреспублики горит. Если просто математически подсчитать, это 0,5%, даже меньше республики. Ну и сделать из этого вот такой фейк, конечно, это Андрей Викторович очень мастер этих дел. Ну, порой надо было математику открыть и посмотреть, что такое проценты, и сколько гектар, и квадратные километры. Поэтому вот и еще здесь был вопрос, связанный с освещением вопросов это СМИ и каких-то вот отчетных вещей. Я вот сталкиваюсь с ситуацией, что сейчас лесную службу, вот спасибо, что вы пришли, оторвались, их вообще не нужно трогать. Это как операция идет, они должны делать свою работу. Вот тот случай с Нюрбинским лесничим главным. Человек находится на участках, работает, ну, какую-то форму не заполнял, какой-то период. Из этого превратили, как будто республика ничего не делала. Ну, это же тоже не дело. То есть или пожары тушить, или бумагой заниматься. Ну, давайте заставим всех работников лесного хозяйства сидеть на компьютере и вовремя ставить циферки. Результат не получится.
А не просто так эти цифры ставить, надо же кучу документации сделать. Плюс еще прокуратура приходит и изымает эти документы. Вообще ничего не составишь. Поэтому, слава богу, потом разобрались. Прокуратура вернула же документы, да, Андрей Григорьевич? Немножко Да, вот вернула. этот аспект. А скажите? Да, ну, после того, как, конечно, этого инцидента глава сказал, что не будем трогать лесников, да, ну, все это пока прекратилось. Но я думаю, что когда все успокоится с лесными пожарами, это опять обратно вернется, и все остальные эти надзорные органы начнут наше лесное хозяйство опять, ну, не знаю, Кошмарить. кошмарить, тиранить или так. Ну, образно так говорим. Да. Ну, что делать? Это, видимо, такая отрасль, которую необходимо строго по инструкции выполнять. Я считаю, что люди героические, и сейчас необходимо всем миром помогать, потому что в реальности цикл наступил, и вот эта повышенная горимость, она нас, Александр Петрович, на следующий год ожидает или зависит от климата, наверное, да? Конкретного года? Будет зависеть от конкретных погодных условий, конечно, в первую очередь. А чему гореть у нас, к сожалению, есть. Еще есть, да? Еще есть, да. Да, понятно. Значит, уже другая часть. Ну, по поводу этого класса... По поводу вот смелости вот этого вот, ну, не кошмарить, я скажу, да, ну, вот этого принятия решений. Ну, мы писали это с Героем труда Российской Федерации, с Варварой Михайловной, открытое Да, мы обращение это- от имени ветеранов лесного хозяйства, да. Вы понимаете, да, тут у человека, который занимается руководством тушения лесных пожаров, не должен появляться страх. Ну вот как раньше, мы же все были молодые, пришли, работали лесничими, на своей территории мы были командиры, тут должно быть как на фронте. На фронте, когда не должно быть 10 командиров. Командир должен быть один. Командир принял решение, это же очень много потех. С какой стороны минполосу проводить, с какой оржи, сколько человек там выделит, куда, какую технику отправить, да. Он должен эти решения принимать молниеносно. При этом он не должен при принятии этого решения сидеть и думать, а вдруг я вот тут не так сделал, да, и завтра мне скажут, что я халатность, ну, не все меры принял или еще что-то. Уволят с работы. Иногда нужно, вот, можно, есть такие люди, категории психологические, подстраховщики, да, они могут испугаться, ага, и вот пожар у них начался, давай мне технику, там 10 тракторов загнать, там 200 человек загнать, да. А в это время у него произойдет другой пожар, да, скажем так. То есть специалист должен реально оценить обстановку, реально необходимое количество людей, реально необходимое количество техники и принять правильное решение. И если вот, ну, это как на войне должно быть. Мы раньше не было таких, чтобы даже у оперштабов этих совещаний было, не так много было совещаний, мы же все работали в лесном хозяйстве, скажем так, да. Раньше мы, сидя в кабинете, руководитель, главный лесничий, диспетчерский пункт с авиабазой на связи, там пожар, давай борт туда, трактор сюда, людей туда, все. И при этом никогда не было вот этого чувства, что вот, а вдруг я эти слова сказала, а завтра меня посадят, да, скажем. Но этого страха не было. Поэтому тут тоже вот эти много-много, когда этих согласований, вот там определиться, это тушить, не тушить, там, это очень все сложно. Тут нужно давать бразды управления, вот твоя территория, ты ответственный, иди и занимайся. Но, конечно, при этом дать ему достаточно людей, техники и заниматься. Ну и обеспечить по нормативам, которых сейчас вот маловато. Да. Ну тогда было бы. Ну это идеальный вариант, конечно, как сказки. Ну, сейчас надо к этому стремиться, и сейчас я вот понял, что Российская Федерация уже стала понимать. Вот знаете, интересная вещь. В 40-е годы в начале, Александр Петрович говорит, леса были показатели, да, горимости. В 44-м, в 47-м появилась авиабаза. Видимо, в тот момент причина, она была естественная. И следствие получилось управленческое решение. Вот у нас тоже сейчас ситуация, по которым есть факт, должны быть приняты управленческие решения. На федеральном уровне тоже в том числе. Нормативы подняться. Ну, мы прекрасно знаем, и уже по всей республике известно, 6 рублей 10 копеек или 90 копеек на 1 гектар.
И нормативы, там, где густонаселение, до 199 рублей. Ну, небо и земля. Значит, то же самое, что вот тебе копейка, иди купи там то, большой перечень, еще сдачи принеси. Но такого не бывает. Поэтому, соответственно, нормативы должны пересматриваться. И они, мне кажется, сейчас уже пересматриваются. И тут, наверное, большая работа республики уже ведется в виде предложений, которые и раньше шли. В прошлом году мы предлагали увеличение нормативов. По поводу уменьшения зоны контроля с обеспечением тоже писали. Это было уже предварительно. Сейчас, получается, мы пожинаем вот то, что кто-то когда-то не принимал решений. Сейчас вообще министр Козлов Александр Александрович попал на очень трудную должность. И, соответственно, сразу же вот такой год пошел, и, соответственно, я представляю, как он отчитывается наверху и какие там ему разносы устраивает. Понятно, что Якутия сейчас у всех на слуху и так далее, но, соответственно, надо нормативы обеспечить. Когда я вот нормативы 30, 50, 15%, ну это же вообще ни к чему, вообще это ужас. Ну и тут у нас фактически вопросов практически больше нету, да. Ну, коллеги, любимый вопрос еще от Достоевского, что делать и так далее, может быть, пару фраз перед тем, как мы все вроде бы мы рассказали. Конечно, еще, наверное, вопрос о причинах, как делать так, чтобы причины гасить. Ну, надо признать, какой-то процент антропогенных пожаров существует. Вот. Сельхозпалы вопрос очень сложный. Можно ли, нужно ли, и раньше в советское время это практиковалось и как-то контролировалось. Сейчас это полный запрет, но с другой стороны, как вот Александр Петрович, я слышал в многих интервью, определенные классы пирогенности, которые вы называете как бигшвордов шнур пожара, да, это когда вот территории, где все заброшено. Вот как-то можете вот этот круг вопросов по причинно-следственным и что делать, сейчас немножко рассказать. Начнем, наверное, с Александра Петровича, от науки, потом... Ну, да, человеческий фактор в причинах возникновения пожаров всегда был, есть, существует, конечно, но, опять же, следует иметь в виду, что здоровый, хороший лес, он почти не горит, там нечем гореть. Если там ведется нормальная профилактическая работа, убирается весь опад, валежник, сухостой. Если этот лес молодой, средневозрастный, скажем, да. А в заброшенном хозяйстве, в заброшенном лесу, там, где есть чему гореть, там пожар рано или поздно будет, к сожалению, да. Поэтому одна из важнейших составляющих борьбы с лесными пожарами, кроме прогноза и тушения, еще и профилактика лесных пожаров. Вот на это необходимо обратить самое пристальное внимание. Финансирование соответствующие штаты, соответствующие задания, скажем, госзадания, позволили бы в разы уменьшить опасность лесных пожаров. Если нечему гореть в лесу, то лес долго сопротивляется огню. Вы знаете, что влажная древесина, влажная хвоя даже, скажем, да, она дольше сопротивляется огню. По крайней мере, там не возникнет лесной пожар. А если говорить о сельхозпалах, да, издревле здесь у нас эти сельхозпалы практиковались. Они зачастую велись бесконтрольно в свое время, в связи с чем и в 2010, по-моему, году появилось решение постановления правительства на федеральном уровне о полном запрете сельхозпалов. Да, это появилось да. после того, как вот в степной зоне там сгорели поселки, да? Да. Хотя на самом деле, конечно, контролируемый пал, он, в принципе, с точки зрения и природы,
И, собственно, с точки зрения опасности лесных пожаров понижают пожарную опасность. Это осенью, наверное, да? Ну, Лучше весной. да, Ранней весной. ранней весной. Еще, да, когда да, мокрое. Когда лес еще мокрый. Угу. Когда еще вечная мерзлота не оттаяла. Да, 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 да. глубоко. Вот это вот баланс там надо вытерпеть. Вот такой вот. Раньше беглые низовые пожары, да, ранневесенние, вообще особо не старались тушить, чтобы она вот эту горючий материал уменьшила. Когда вечная мерзлота еще не растаяла весной, да, скажем так, еще земля Очень мерзлая. влажная. Ага. Беглый пожар вот идет, он и наверх не идет, и при этом снижает горючий материал, и в корни деревьев тоже не заходит. Ну, глубоко. И гумусный слой тоже сохраняет. А осеннее выжигание, скажем так, ну вот я так думаю, Более опасно. это все-таки почва у нас и так бедная. Я считаю, что это наоборот будет, ну, почвенный слой тоже будет гореть. Понятно. Что Вот, тоже нежелательно. вот уже, Андрей Григорьевич, фактически Светлана Поликарповна вам основные принципы нормативные положения, как использовать палы для стабилизации, рассказала. А по поводу причины, вот по сухим грозам сейчас все считают, что нет гроз, мы их не слышим, а пожары идут, наверное, там где-то далеко в глубине кто-то активно поджигает. Это тоже фейк. Кто что скажет по этой ситуации? Ну, сухие грозы есть. Да, Но и, люди их не видят и считают, что их нет. ну, очень часто нужно видеть деревья, отдельно стоящие, или же прямо в массиве, на которых упала как раз вот эта молния, расщепила эти деревья, и которые зачастую являются источником лесных пожаров. Ну вот, когда Вильфан говорит, что нет увеличения частоты гроз, молний, да, нет, наверное, да, но это не означает, что от гроз не возникло больше пожаров. Если засуха установилась, конечно, больше пожаров Больше будет от будет, ага. сухих гроз. Эффективность как бы этих гроз В разные годы мы выше. смотрели статистику старых лесных пожаров, скажем, да, 60%, иногда больше, иногда меньше. Ну, так скажем, больше 50, больше половины лесных пожаров – это сельхоз, это сухие угрозы все-таки. Ясно. Ну, майские пожары, они, конечно, по вине человека. Да, Однозначно. вот Да. поэтому Поэтому профилактика тоже должна быть там, конечно. вот народ, некоторые говорят, что если бы запрет охоты, то пожары связаны с охотой. Охотники говорят, что наоборот, мы самые аккуратные люди, которые, а виноваты шашлычники, которые уходят там совсем это делать. Ну, тут надо, в принципе, в майские праздники по ситуации принимать решения, наверное. Потом отброс-то не всегда вот оно, понимаете, гроза ударит, да, и оно лежит, тлеет. Ага, и потом, как вот температура повышается, да, она через неделю, вот часто бывало так, что гроза была, например, неделю назад, а пожар начался через неделю. И тоже говорят, ну, когда была гроза, Да. а тут вот, ну, как бы распространилось. Тут тоже вот такое есть, не всегда. Оно может, коряга это лежит, тлеть, а потом раз, жарко пошло, и она пошла, ну, скажем, Еще ветерок подул. Еще ветерок подул, да. Да, это происходит. Так, уважаемые коллеги, у меня как бы это, я думаю, мы все фактически рассмотрели. Ну, я думаю, все равно найдутся вопросы и люди, которые скажут, что мы не все рассмотрели. Ну, на мой взгляд, вот как-то мы соединили. Спасибо вам все, и управленческие, и биологические, климатические, и исторические аспекты. Спасибо большое, Светлана Поликарповна. Мы максимально все ответили. Спасибо это зрителям канала, спасибо историческому парку, такому красивому месту. То, что, надеюсь, что-то такое в плане просвещения, как проект Саха-Лекториум, мы, наверное, постарались оправдать и даже создали такую систему, по которой есть. Не знаю, вот если в Ютубе вопросы, Олег, как у нас отвечать, если что, мне перешли?
Нету, да? Спасибо большое. Я благодарю от имени организаторов медиацентра, экологического общества, наших спикеров. Я тоже маленькую лепту должен был по своим вопросам сказать, но я считаю, что главное, что вот это лето показало, что в экстремальных условиях мы все консолидировались, и просвещение, и добровольчество, и нормативку обратили внимание. И я думаю, что в течение вот этого следующего года у нас должна быть кардинальное изменение отношений между Федерацией, Республикой. Как же так, вот сейчас находимся единым миром, принять решения, которые сделают безопасным жизнь наших жителей. Надо признать, что дым, пожары – это, конечно, для людей многих большая проблема. Много астматиков, люди, которые сейчас, им очень тяжело, им трудно. И, соответственно, хотелось бы, чтобы это здоровью людей больше не оказывалось такого большого воздействия. Ну и хотелось бы, чтобы при нынешних пожарах как можно быстрее были потушены крупные пожары. И самая мечта наша, чтобы на неделю пошел обильный дождь. Это, наверное, все бы обрадовались, особенно Андрей Егорович. Он У бы меня радовался. пожелание, чтобы вот сколько лет я работаю, вот пожароопасный сезон наступает, все вспоминают про лесное хозяйство. Пожароопасный сезон заканчивается, наступает осень, и все забыли про лесное хозяйство. И вот у меня как человеку, который всю свою жизнь служил лесному хозяйству, чтобы осенью, когда пожароопасный сезон закончится, чтобы, проанализировав всю эту создавшееся нынешнее сложное лето, сделали правильные выводы и приняли кардинальные меры по увеличению численности наших лесопожарных формирований, по оснащению техникой, по обеспечению там авиапатрулирования, ну и вообще по развитию лесного хозяйства, начиная от материальных вещей, заканчивая и социальной защищенностью работников лесного хозяйства. То есть, Осенью никто не забыл. то есть надо До следующей весны. Надо помнить, что каждый момент помнить о лесной службе. Ну и в конце этого года, чтобы в новогодний праздник подняли бокал за медиков и за работников лесного хозяйства, которые что-то сделали полезного для каждого человека. Спасибо. На этом, наверное, мы завершим. Спасибо большое всем коллегам за ту информацию, которую мы объективно, спокойно, может даже чересчур в таком спокойном темпе, стиле рассказали. Ну, это наша, как бы, наша стезя, эмоции поменьше, побольше информации и результативности. Спасибо, до свидания. До следующих встреч на Саха-лекториуме. Думаю, что это будет всем полезно. До свидания. До свидания.